самого ранку каля Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта шматлюдна. Сярод абітурыентаў, а іх тут сегодня каля 1000, большая частка былых 11-классников. Я готовлюсь поступать в политехнический университет на факультет программирования. Сегодня я не волнуюсь, как-то все хорошо у меня, хорошо спал, нет мандража, как ни странно. Все будет хорошо, я думаю. Я наоборот нервничаю очень. Меня подготавливала мама, поэтому я выбрала белорусский язык, и мне кажется, что он намного легче, чем русский, как для меня. Готовилась я весь год к белорусскому, а планирую я поступать в Минск, но особо не выбрала специальность еще. Думаю, буду смотреть по предметам, по баллам, куда прохожу. С собой у кожного необходный пакет документов – пашпорт, пропуск и черная гелевая ручка. При отсутности основного документа, який свідчить особу, проход на ЦТ заборонены. Так, сегодня уже 2 абитуриента не трапили на испыт по этой причине. Есть случаи, когда без паспорта люди являются, и, соответственно, были отмечены случаи, когда на визу сдали паспорт, и, к сожалению, мы их не можем пропустить, потому что паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца – это 3 документа, которые, согласно указу президента, дают возможность человеку пройти централизованное тестирование. Перед уваходом в аудиторию абітурыенты цягнуць нумар, ад яго будзе залежаць месца аўдыторыі і варыянт тэставага задання. За ходам іспытаў і правільным выкананнем усіх арганізацыйных момантаў пільна сочыць спецыялізаваная камісія. У яе складзе прадстаўнікі дзяржкантролю, ВНУ и наставники. Хочу отметить, что на протяжении уже нескольких лет не было каких-либо таких существенных нарушений, как в Брестском техническом университете, так и в целом по учреждениям образования области. Поэтому данный механизм контроля, он подтверждает свою эффективность. Будем надеяться, что в этом году абитуриенты тоже не забудут о запрете вносить в аудитории, где проводится централизованное тестирование, мобильные телефоны, средства приема передач, какой-то шпаргалки, какой-то материал, и также у нас не будет таких нарушений. Централизованное тестирование по 15 предметах у гэтым годзе працягнецца до 2 ліпеня. Ты, што па стане здароўя ці іншай слушнай прычыне не змог здаць іспыт у асноўны дзень, змогуць скарыстацца рэзервовымі днямі. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».